Сдарма, қайырлы күн достар, жастар. Менің есімім Әсел Нұрғазиева, мен құқық қорғаушымын. Я бы хотела начать вообще вот свое выступление с презентации моей семьи. Ну, не моей настоящей семьи, в которой я живу, а моей НПОшной семьи, которая меня привела 10 лет назад. Человек, когда я ушла из органов прокуратуры, который вот так взяла, мне раскрыла мозг, все перелопатила, вообще полностью поменяла у меня координату моих ценностей, председатель общественного объединения «Демос», Жанна Билна, мой сенсей, моя правозащитная мама. Кто-то здесь пользуется вот помощью слайдов. Я бы хотела, наверное, воспользоваться тоже, Билна, вашей помощью. Пожалуйста, не могли бы мне помочь в моем докладе? Потому что, ну, все, что я буду говорить, мы делали все вместе, и вы знаете, даже это лучше меня. Пока тоже Билна идет, пока тоже Билна идет, идемте. Микрофон, ладно, да? У меня есть экологический папа, довольно-таки известный здесь эколог, Хакимов Махамбет Галымжанович, который более почти уже 20 лет занимается экологией. У меня Агамбар, творческий человек, Бекет Карашин, кезінде осы бойға дейін Махамбеттің әндерін орысшаға аударды. Общественный фонд у него... Алшы, фонд Алшы. Макс Бакаев, Улугбек Кукесы, да? Независимое поколение Казахстана. В нашей большой семье НПОшной есть люди, которые занимаются проблемами здравоохранения. Это Жбек Куангалиевна, проблемами инвалидов, Кульбаршин Нужигитова, Шнара наша. И вот очень много членов нашей большой семьи из других городов, да, из Караганды, Ахтубе, Шымкент, Тарас. И все мы вот этой своей семьей строим наш маленький дом каждый день по кирпичику, вкладывая свой труд на благо вот именно, да, на благо страны. Откуда начинается вообще защита прав? Откуда начинается наша правозащитная деятельность? Она начинается, когда действие или бездействие властей приводит к тому, что гражданское общество должно активизироваться. Есть конкретная статья 3 Конституции Республики Казахстан, которая говорит, что единственным источником власти является народ. К сожалению, я уверена, что мы многие понимаем, что есть такая у нас проблема в стране, что люди у власти иногда забывают о том, что они служат своему народу. И спасибо, Шнар, да, вот когда вы помогли очень, делали, это сэкономит нам время, да, тоже Набиловна, по Орхусской конвенции, наша организация, мы непосредственно все неправительственные организации занимаемся именно защитой интересов граждан, экологических прав, именно в суде путем представления исков. Тоже Набиловна, вот я что должна делать? А вы расскажите, как мы подавали первый иск с моста, да, наверное? Хорошо. Значит, действительно, Шнар показывала, как бороться за экологические права, там, круглые столы там, и так далее. И самая нижняя строчка была суды, да? То есть это крайняя мера. Вообще в цивилизованном обществе люди стараются не доводить до судов. Вообще любые, ну, давайте просто, чтобы вы понимали, вот молодежь понимала, что такое, вот давайте просто вспомним историю человечества, первобытно-общинный строй, да? Вот подходят двое, ну, у них какие-то проблемы, они не умеют разговаривать, они не могут донести свою мысль, они не могут вербализировать, скажем, свою мысль, и что делает? Один берет, другому дубинкой по голове, да? Вот. Ну и дальше пошло. А когда человек разумный, то, что вот говорил ректор университета, да, вот чем более интеллектуально развито человечество, оно приходит к тому, что обо всем надо договариваться. И, как говорят, умные люди всегда договорятся. Но, к сожалению, у нас это зачастую не получается по экологическим проблемам. И когда у нас нужен суд, значит, тут выходит Асель Нургазиева, бывший работник прокуратуры, там, отличный юрист, и, значит, все НПОшники бегут. Потому что у нас судебные процессы, сами знаете, привлечение юриста это очень дорого. И тогда вот Асель на волонтерской основе. А Асель интересно, кроме того, что на волонтерской основе защищать права, ей это еще как юрист
юристу интересно. И вот что она вспомнила, когда мы просто вчера так обсуждали, как говорить, ну, я говорю, вот что-то близкое к экологической теме из нашей жизни, там, ну, как советовали, кстати, те, кто организовывает конференцию. Ну, 2000 какой год, 8-й. в общем, да, она прибегает, говорит, вот там строят, там, я не помню, мост. Нет, жители же да. пришли к нам сказать. Ну, там долго рассказывать, пришли жители, там жаловались, мост строят, не там строят, не так строят, общественных слушаний не было или было. Ну, в общем, все, дошли до суда. Вообще, я считаю, что когда власть доводит дело до суда, это не говорит о том, что у этой власти есть политическая культура, да, и так далее. До суда вообще желательно не доводить. Вот, например, сейчас проблема набережной, да, мы все пытаемся, может быть, переговоры, может как-то решить. Нет, нам власть пишет, обращайтесь в суд. Суды перегружены. Вот это государственный разве подход? Так вот, тогда создалась такая ситуация, что надо в суд подавать. Мы не знаем, Мухаммед Галамжанович, она говорит, я бы хотела, мне интересно, как юристу, подать в экономический суд от юридического лица от НПО. А вот жильцы будут подавать сами, физически, и там представляю. Ну, ребенок хочет. Ладно, мы ставим печать, она там что-то напечатала, там все. Ну, проходит время, она там бегает в судах, чего-то. Вдруг раздается звонок. У Мухаммеда Галамжановича, потом у меня. Ну, мы затронули интересы мафии, скажем так, да, вот, и раздается у него звонок, потом мы друг другу рассказываем, значит, ну, говорится вот так вот, если тебе, тетке старой, жить надоело, ты о дочке подумай, а Мухаммед Галамжанович, соответственно, тоже. И мы так, послушать, ты куда вообще влипло, что там, мы печати поставили, на что поставили. Вот выяснилось, что вот этими исками в суды и прочее мы затронули экономические интересы людей, хотя мы-то за экологию были. Вот этот случай ты хотел, чтобы я рассказала? Да, ну я здесь хотела сказать, к чести тогда ответчиком был Акимат, к чести акима города Салимжан Жумаш Чанахпаева, он провел... Тоже, Набил, вы не уходите, пожалуйста. Вы все равно будьте со мной рядом. Мне с вами надежно. Да, давайте перейдемте к теме, уважаемые спикеры. К чести тогда акима города мы заключили с ним мировое соглашение. Когда мы принесли условия мирового соглашения, там почти 9 пунктов, Салимжан Жумаш, боже мой, что вы от меня хотите? А потом, когда начинает разбираться по пунктам, он видит, ну да, зеленые насаждения, ну это так и так моя обязанность. То, что люди будут переселять, им предоставить, это так и так, безопасность дороги и все другие требования, которые выставили мы как общественность, он так и так это выполняет, и он, да, согласен. Другой пример я хотела привести, также Набиловна, по... 35 осталось. Дело в том, что модератор не совсем доволен, никого он не поправлял, но чувствуя, что мы говорим что-то против власти, давайте по теме. Давайте мы сами решим, что нам говорить. Мы говорим о политической культуре власти. Понимаете? Токжан Абиловна, первое. Что такое общественное слушание? Общественное слушание. Вот мы говорим, давайте проводить, давайте участвовать. А толку? Компания, власть в конечном итоге нас не слушает. И тоже довели дело по Скребру до суда. И поэтому очень многое зависит от политической культуры власти и компании. Потому что мы можем проводить 100 слушаний, организовывать. А как они проводятся, эти слушания, вы знаете, нагоняют там толпу, вот по тем же тарифам и прочее. Поэтому пока не будет высокий уровень политической культуры, до этого у нас так и будет конфликты, суды и так далее. Я бы хотела рассказать другой случай по поводу подачи искового заявления нами, тоже общественными организациями, по месторождению Кашаган. Когда начали строить северо-каспийскую базу реагирования на разливы нефти. Мы, общественные, были полностью за. Да, правильно, очень правильно и верно, давайте строить. Но вдруг почему-то власть принимает решение, что это нужно строить прямо посреди резервата, прямо посреди заповедника. Мы говорим, где-нибудь давайте сбоку. Ну, давайте не будем трогать заповедник, давайте не будем трогать резерват. Нет, вот именно так пошло. Сейчас в итоге эксперты, все ученые и вот экологи, все они теперь согласны. Да, что-то, ребята, мы не так это сделали, как-то не по уму. А сколько из-за этого, за постройки Скребра, да, сколько денег ушло из бюджета. То есть это нецелевое использование бюджетных средств. Также у нас был опыт, я не знаю, кто помнит, нет, в 2008 году у нас был ужасный пожар. Нет, не пожар, а вот прямо газовая атака, где-то 3 или 4 дня, мы весь город задыхались. После этого мы совместно с общественниками устроили общественные слушания, по результатам которого мы подали исковое заявление в суд. Да, я за временем наблюдаю. Да, и тогда ответчиком был
АНПЗ по Тухлой Балке. Решением суда их действия были признаны незаконными, и как бы наши исковые требования были удовлетворены. Вот, давайте теперь, у нас времени мало, да. Значит, наша тема называется «Вместе с нефтью, кроме нефти, после нефти», да? Есть нефть, нет нефти, потом мы все равно экологические проблемы всегда будут. И поэтому мы хотели бы просто, пользуясь тем, что здесь есть молодежь, говорить о том, что всегда вот наш опыт, учтите, мы всегда пытались до последнего, вот Галина Христофоровна, Шинар, там Архузский центр, мы всегда пытались сначала поговорить с властью, поговорить с компаниями. Компании потом стали, первые общественные слушания компании, помните, как пригоняют целую толпу студентов, тогда кормили, и вот сидят студенты, вот которых просто пригнали, да? Ну и мы говорим, и до них что-то доходит, хотя они пришли просто отсидеть. Вот, давайте не доводить до судов. Ну уж если довели до судов, то давайте будем за то, чтобы у нас в судах все рассматривалось справедливо, честно и по закону. Я думаю, я так раздражаю вас, я, наверное, вам отдам. За все. Все, не уйти, или хотя попрощаться. Нет, спасибо. Могу? Я попрощаться могу? Попрощаться могу хотя бы? Ну, мы еще встретимся на кофе-бреке, поэтому не стоит прощаться. Нет, Тушнабил Рахмет, я просто хотела сказать, действительно, вам, ребята, молодые, очень важно отстаивать свои права. И к теме говоря, да, сейчас действительно ситуация в стране меняется, очень сильно меняется. Как говорил уважаемый ректор, меняется геополитика, весь мир меняется. Поэтому я призываю вас, молодежь, быть более активными в жизни, более принципиальными, чтобы вы действительно знали, что граждане страны – это вы и вы хозяева. Спасибо большое.